Когда я попал, мне было 21 год. И освобождаюсь, когда мне будет 46 лет. То есть практически вся жизнь. Погибли люди, были ранены. Помог в совершении акта терроризма, за что я нахожусь здесь. Места лишения свободы за свои действия, за преступления, которые я совершил. Когда я попал, мне было 21 год. И освобождаюсь, когда мне будет 46 лет. То есть практически вся жизнь. Меня попросили поставить начиненную взрывчаткой автомобиль возле здания РОВД и покинуть это место. Сказали, что автомобиль так и так принадлежит РОВД, что этот автомобиль, он имеет все права стоять перед этими зданиями. И если я поставлю этот автомобиль, то я внесу огромный вклад в борьбе с непонятными врагами. Автомобиль они взорвали, погибли люди, были ранены. Их идеология, их завуалированные всякие формулировки, какие-то речи о райских садах, речи о каких-то счастливой загробной жизни. Это стало поводом, чтобы я помог в совершении акта терроризма, за что я нахожусь здесь. Конечно, и сознание у меня изменилось, и жизнь моя изменилась. Остаток жизни придется как-то проводить таким образом, чтобы содействовать и в дальнейшем, чтобы таких, как я, было меньше, чтобы не распространялась вот эта болезнь или гипноз мозга, который они делают посредством своих идеологий. Такие осужденные, конечно же, они встречаются. То есть после приговора, которые, находясь уже в учреждении, отбыли какую-то часть срока, и, грубо говоря, как бы у них приходит то, что действительно они раскаиваются, каким-то образом пытаются загладить вред перед потерпевшими, пишут письма в адрес потерпевших. Главное не слушать тех, кто не имеет какое-либо образование, включая религиозное. Не слушать непроверенных источников, потому что в конечном итоге все вот эти деятели, они приносят только горечь, и уже остаток жизни приходится обращать как-то в какое-то положительное русло, чтобы хоть как-то оставаться человеком. Разъясняют осужденным, что им, как вообще делать после освобождения, куда обращаться к вопросу трудоустройства, к вопросу бытового устройства. У меня есть родственники, у меня есть дети, у меня есть жена. Дома ждут, семья ждет, родственники, дальние, близкие. Кто еще остался? Прошло очень много лет. У меня дети, у меня вопрос только один, сейчас я о себе вообще не думаю. Находясь здесь по таким статьям, по терроризму, по экстремизму, мне за детей, я именно за детей сейчас буду думать, чтобы мои дети не выросли как дети террориста, чтобы они имели какое-то будущее, чтобы у них была какая-то жизнь своя, не связанная со мной. Опыт, к сожалению, научил меня, как надо воспитывать людей, чтобы разум не терять, сознание не терять, чтобы всегда оставаться полезным своему народу, своей семье, своему обществу, да и государству, в котором мы все находимся и все живем.